الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Продолжаем тему, которую мы брали на прошлых уроках. Это скромность, стыдливость со Всевышним Аллахом. И Аллах Тааля, как об этом сообщил нам посланник Аллаха, саллиллаху описал себя этим качеством. И даже посланник Аллаха сказал, что у Аллаха есть имя «Инна Аллаха хаййюн ситтирун». То есть Аллах Тааля обладатель скромности и покрывающий, скрывающий недостатки, грехи верующих в судный день. И вот это вот качество, оно присутствовало и в пророке Мухаммаде, саллиллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, а также его сподвижники обладали этим качеством. И даже, например, про Усмана ибн Аффана, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что Усмана стесняются даже ангелы. Даже ангелы. И таким образом, вот это вот качество, оно присутствовало в сподвижниках, оно присутствовало в праведных предшественниках, и по сей день это является благим, великим качеством верующего. Обладание скромностью, стыдливостью в своих поступках, в своих словах, в своих делах. И это является всегда благим качеством, которое является заслугой человека. Кроме некоторых случаев. То есть есть исключения. И относительно этих исключений можно сказать, когда человек проявляет скромность и стыдливость в момент, когда он должен получать знания. Ученые говорили, два человека никогда не постигнут знаний. Первый – это стеснительный, а второй – это высокомерный. Высокомерному будет мешать получать знания, изучать что-либо новое о его религии, то, что я там, не знаю, из белых костей, там, аристократ и так далее, буду ходить еще куда-то в какую-то мечеть, к какому-то хазрату, да кто он такой, там, и так далее. Вот подобными словами он всегда будет находить всевозможные отговорки, всегда будет находить всевозможные причины, ставить себя выше других, и он будет лишен знаний. И, субханаллах, вот это вот высокомерие в момент проявления, где нужно проявить скромность, а он показывает высокомерие, то, как правило, Аллах Тааля таких людей сразу на место ставит. Сразу же на место ставит, и если человек обладает разумом, он усвоит этот урок от Всевышнего Аллаха. Если же человек в заблуждении, то он так и будет продолжать. И даже, субханаллах, вот в всевозможных поездках на умру или на хадж, очень часто бывает, вот, например, даже в моей практике, очень часто бывает такое, что человек говорит, да я уже сколько раз там на умре был, да я там каждый угол знаю. Я ни за что не потеряюсь, например, я знаю, все сделаю, все выполню, и так далее. Бывают люди, которые, да я там уже знаешь, сколько хадж сделал, некоторые могут сказать, я когда первый раз хадж сделал, ты еще допустим, даже в мечеть не ходил, еще что-нибудь, Вот подобными словами они превозносят самих себя. Ведь по сути, здесь же, субханаллах, здесь речь не в том, что ты уже многократно был на хадже, здесь речь в том, об организации этой поездки, чтобы никому не было плохо, чтобы из-за тебя твой руководитель несет ответственность. Ты потеряешься, он дома не будет сидеть. Ты не сможешь дойти до своей гостиницы, например, в поездках, он там сидит, спокойно чай пить не будет, он будет ходить, искать, бегать и так далее. И поэтому вот это вот высокомерие, оно проявляется там. И, субханаллах, в жизни бывали такие моменты, человек бил себя в грудь, да я там уже сколько раз на хаджи был, сколько раз на умре был, и первым, кто терялся, это был он. Первым, кто терялся, сутки, двое, трое, четверо, может быть, даже, долгое время отсутствовал. И поэтому высокомерие является преградой получению знаний. И второе, стеснительность, скромность. Иногда наша жизнь, она состоит не только из
каких-либо благих вещей, приятных таких публичных вещей, у нас есть еще некоторые моменты, которые мы не хотим особо делиться с окружающими, с посторонними там, и так далее. Некоторые интимные моменты, некоторые моменты, касающиеся гигиены. И если человек будет: ой, я стесняюсь, мне стыдно спрашивать у кого-то, задавать подобные вопросы. И, субханаллах, если он будет ходить в таком подобном образе, может случиться так, что он без гусля вообще намаз будет совершать, без гусля он будет там в мечеть заходить, там, да, и к Корану прикасаться. То есть может допускать серьезные ошибки в религии. И если мы посмотрим на жизнь сподвижников, рады Аллаху анхум, мы увидим, что они обладали наилучшими качествами. Они обладали хорошим нравом. Их адаб ахляк был для нас примером. Но вместе с этим, когда нужно было проявить вот эту вот, как сказать, резкость, они проявляли, они не стеснялись. И один из примеров, когда одна из подвижниц, Умму Сулейм, да, она была из числа ансаров, да, женщина из ансаров, сподвижница, пришла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала: «Инна Аллаха ля ястахи миналь хак». Поистине Аллах не стесняется истины. Скажи мне, о посланник Аллаха, что делать женщине, брать ли женщине гусль, если она увидит во сне то, что видят мужчины? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, она берет гусль, если увидит воду, если увидит семя. И дальше это Умму Сулейм спрашивает: о посланник Аллаха, а неужели и у женщин случается полюция, как и у мужчин? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, это происходит. И когда ребенок становится похожим на мать, это по причине вот этого вот семени. Как сказал об этом посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И Аиша, которая все это видела, которая все это слышала, да, она удивилась и сказала: субханаллах, настолько удивительно положение, говорит, женщин ансаров, что их от истины ничего не удерживало. То есть, представьте себе, если бы эта женщина постеснялась бы и не стала бы задавать подобный вопрос, а ведь это касается ее чистоты, все мы с вами должны знать, что у нас условием для совершения намаза, что у нас является? Чистота. Человек потерял гусль, он обязан взять гусль. Без гусля ходить нельзя. Почему? Потому что он намаз не может совершить, он к Корану не может прикоснуться, ему запрещено в мечеть входить, пока он гусль не возьмет. И если бы эта женщина постеснялась бы и не стала бы задавать подобный вопрос, сколько бы женщин оказалось бы в положении, когда они без гусля совершают вот эти вот действия, вот эти вот айбадаты. И поэтому Аиша удивилась, и она, как сказать, в ее глазах эта женщина очень большое место заняла. Она сказала: женщин ансаров не удерживала от истины ничего. И поэтому, что бы ни происходило в нашей жизни, да, если это касается нашей веры, ну вообще всех вопросов, Аллах Тааля нам неспроста сказал: «Фас'алю ахля дзикри ин кунтум ля та'ламун». Любые вопросы наших жизненных каких-либо обстоятельств мы должны обращаться к специалистам. Сломался у тебя дома, там, допустим, там водопроводка, вызывай сантехника. Засорилась у тебя там канализация, вызывай тех, которые чистят канализацию. Сломался у тебя электрический прибор, вызывай электрика. Болит зуб, иди к стоматологу. Так ведь? И когда у тебя возникает вопрос твоих религиозных обрядов, спрашивай. Не таи это в себе. Это раз. И во-вторых, и спрашивать тоже нужно не у каждого попавшегося, не у каждого первого, да? Или же, допустим, в интернете там, да, ребята, салам алейкум, там вот так случилось, что делать, там, да? И там сразу же ему там муфтии там накидывают ему там сразу фетвы. А, все, понял, и дальше действует. И не удостоверился в том, что отвечающий является обладающим знанием. И поэтому, когда спрашивает вопросы, касающиеся религии, тоже должен обратиться к специалистам. Не к тем, которые красивая тюбетейка, там, я не знаю, там, да, или же там, допустим, там 20 лет тоже намаз читают, да, а к обладателям знания для того, чтобы решить эту самую проблему. И поэтому, когда мы читаем сиру пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда мы читаем, допустим, хадисы, которые касаются жизни пророка в доме, да, мы увидим иногда, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отвечал на конкретные такие очень интимные вопросы и ничего не стыдился. Это наша жизнь. Мы должны
религия ислам охватывает всю нашу жизнь, и в том числе и нашу бытовую жизнь. То есть тот, кто думает, что ислам ограничивается мечетью, намазом, уразой и все, он очень сильно ошибается. Ислам затрагивает и мечеть, и намаз, и уразу, и шатер Рамазана, в который мы ходим. Он там тоже должен присутствовать. И наш дом, наши отношения с супругой, наши отношения с детьми, наши отношения с близкими, с родственниками там, и так далее, должен распространяться на все это. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, отвечал на подобные вопросы, и его жены. Его жены отвечали на вопросы, которые были важны для остальных людей. Например, Аиша, мать правоверно, говорит: мы брали вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, гусль из одного сосуда. Он опускал руки, мыл себя, я опускала руки и мыла себя. Понимаете? Это дает нам тот большой вопрос, что если женщина касается воды, это вода чистая, кто бы там что бы ни говорил, да? И они могут быть вместе, купаться, вместе мыться, да? И также здесь есть указание на то, как мы об этом уже говорили до этого, что между мужем и женой нету гаврата. И таким образом Аллах Тааля указывает нам здесь, что стеснительность может навредить религии, если это удерживает человека от получения знаний. Поэтому, если возникают какие-то вопросы, которые стыдно говорить перед всеми, можно подойти отдельно спросить. Можно написать, можно спросить там через кого-то. Вот, субханаллах, история, вы, наверное, о ней слышали. Али ибн Абу Талиб. Он кем являлся для пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Его зять. Он был мужем ее дочери, Фатимы, его любимой дочери. И при этом Али, он тоже чувствовал и имел чувство стыдливости. И однажды он задал вопрос, очень личный вопрос пророку, саллаллаху алейхи вассалям, через кого-то, не напрямую. Постеснялся, да. И он говорит: «Кунту раджулян мазза». То есть у меня часто выделялась, говорит, вот эта вот жидкость. И я стеснялся спросить пророка из-за положения его дочери. Она была моя жена, он мой тесть. Я не мог как бы напрямую, да, устыдился. И задал этот вопрос через другого сподвижника. И посланник Аллаха ответил. И поэтому наша стыдливость должна проявляться в нашей жизни, кроме тех случаев, когда мы получаем знания, исправляем наши собственные какие-либо ошибки. И второе исключение, когда проявлять стыдливость нельзя, это когда человеку приносят какой-либо вред, забирают его хак, и он не должен мириться с этим, спокойно сидеть там и так далее, там, да, я стесняюсь, там, стыжусь там, и так далее. Да? Нет, если ему делают какой-либо вред, он должен это остановить, чтобы это не мешало, то есть это не вредило ему или его имуществу. Таким образом, ученые сказали, каким же образом можно взрастить в нашем сердце чувство стыдливости? Как сделать так, чтобы у нас в сердце начало появляться это чувство, чтобы оно проявлялось? И ученые сказали, первый шаг, который ты должен сделать, чтобы появилось у тебя чувство скромности, стыдливости перед Всевышним, это когда ты осознаешь, понимаешь и держишь перед собой все те блага, которыми тебя одарил Аллах. Субханаллах, вся наша жизнь, все, что нас окружает, все наше имущество, это дары Всевышнего Аллаха, это благо Всевышнего Аллаха. И никто не может говорить, чем я имею, все, что у меня есть, это потому, что я хороший, это потому, что я умный, это потому, что я смышленый, там подсуетился, здесь что-то заработал, там сделал, да? Нет. Все, что у тебя есть, это то, что тебе даровал Всевышний Аллах, и то, чем тебя наделил Аллах. Аллах Тааля в суре Ибрахим сказал нам, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. И Аллах дал вам то, что вы просили, и дал вам все, из чего вы просили. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. И если вы попытаетесь сосчитать все блага Всевышнего Аллаха, вы никогда не сможете этого сделать. То есть блага Всевышнего, их настолько много, что вы собьетесь со счета. «Инналь инсана ля залюмун каффар». Однако, как сказал Аллах, поистине человек залюм, очень часто чинит несправедливость и каффар,
неблагодарный. Очень часто проявляет свою неблагодарность. И вот когда мы понимаем, что все, что у меня есть, это Аллах, это от Аллаха. Все, что я заработал, все, что я купил, все, что я приобрел, да, и мое положение, это все от Всевышнего Аллаха, думая об этом, понимая это должно нас приводить к тому, если это от Аллаха, зачем ты тогда ослушаешься Аллаха? Если это тебе даровал Аллах, почему ты эту вещь используешь в хараме? Если тебе Аллах Тааля даровал такие-то блага, почему ты не благодаришь, а наоборот расходуешь это на пути, которые ведет к ослушанию Всевышнего Аллаха, к греху и к его наказанию? Вот эти чувства должны быть. И каждый раз, когда мы, видя эти блага, будем думать, задумываться, да, и благодарить Всевышнего Аллаха, это лишь укрепит нас еще больше и увеличит нашу веру. И вот смотрите, да, вот Аллах Тааля говорит, если попытаетесь сосчитать блага Аллаха, не сможете, их настолько много будет. Однако люди, они очень часто чинят неблагодарность, очень часто они чинят несправедливость. И вот здесь вот Аллах Тааля говорит нам, что человек в своей основе, если его просто так оставить, да, это будет его приводить к несправедливости. Он зулим будет часто делать. И поэтому вот очень часто задают вопрос, да, а что было бы, если бы человека просто так оставить, ничего с ним не делать, никакого шариата, никакой религии, ничего этого не сделать, его просто так оставить, да, то этот человек очень быстро будет деградировать. Очень быстро опустится на, как говорится, на самое дно и будет похож на животного. Захотел, отобрал, захотел, убил, захотел, там, сношение сделал, там, и так далее, да. То есть его ничто не будет ограничивать. И он будет руководствоваться своими инстинктами. Вот был такой раньше эксперимент в Европе, в Германии, если не ошибаюсь. Там собрали группу людей. Одна группа, там человек 10 что ли собрали, да, и две группы по 10-10 примерно собрали. Сейчас количество уже не помню. И решили провести такой социальный эксперимент. На определенном какое-то время, да, сделали так, что одна группа это заключенные, а другая группа это надзиратели. И дали им полную свободу действий. Это были все цивилизованные люди, нормальные такие, адекватные люди, да, ну, может быть, даже в жизни там сосед, там, не знаю, таксист проезжает, там, или какой-нибудь там сосед там по офисному твоему пространству, там, и так далее. То есть из обычной жизни люди. И вы знаете, что когда им дали вседозволенность, очень быстро привело к тому, что надзиратели начали что делать? Зажимать вот этих вот заключенных, условных заключенных, да, и начали чинить такой беспредел, там потом пришлось остановить даже этот эксперимент. И это показывает нам то, что если человека просто так оставить, да, он очень быстро упадет в деградацию и очень быстро начнет чинить чинить эту несправедливость, этот зульм. И поэтому Аллах Тааля говорит: «Инналь инсана ля залумун каффар». Поистине человек в своей основной массе, он очень часто несправедлив и очень часто неблагодарен. И Аллах Тааля, зачем Он нам это говорит? Зачем Он нам это рассказывает? Аллах Тааля говорит нам, если большинство людей чинят несправедливость, ты верующий, который понимаешь блага Всевышнего Аллаха, который осознаешь, не делай зулм, не совершай зулм, не поступай так, как большинство людей поступает. И если большинство забывают быть благодарными Всевышнему, ты благодари. Ты проявляй Аллаху Субханаху ва Тааля свою благодарность за те блага. И поэтому, вот видя эти блага Всевышнего, это приводит к человеку к тому, что он стыдится Всевышнего Аллаха. И это даже среди нас, среди людей. Да? Вот если, допустим, скажем, отношения там, двух человек, один другому сделал подарок, хороший такой подарок, постоянно к нему хорошо относится, разговаривает по-человечески там и так далее. Вот второй, да, у него может возникнуть в голове мысль, да, поссориться с ним, поругаться с ним. Да он наоборот, каждый раз будет все стыдиться и стыдиться, да. То есть всегда будет стараться относиться к нему добрым словом. То есть, когда к тебе относятся хорошо, хочешь или не хочешь, но в тебе уже появляется какая-то, как сказать, такая зависимость, что ли, да, ты уже накричать не можешь, поругаться не можешь, да, и хорошо к нему относишься, хорошо с ним взаимодействуешь.
И поэтому это среди нас, среди людей. А когда мы говорим отношения Всевышнего Аллаха с его созданиями, что если махлюк, человек, будет знать, откуда это благо пришло, то это приведет его к тому, что он будет стыдиться Аллаха, ослушаться его. Стыдиться совершать какие-либо грехи. Также ученые говорят, что один из способов, которые помогут тебе, чтобы у тебя появилась стыдливость, скромность со Всевышним, это то, что знать, что Аллах Тааля видит тебя всегда и везде. Нет такого места, где можно скрыться от Всевышнего Аллаха. Нет такого места, где Аллах тебя не услышал бы или не увидел бы. К сожалению, среди невежественных людей, особенно среди мусульманских народов, да, существует такая вот плохая поговорка «слова неверия». Они там, допустим, днем может пойти в мечеть, или что-нибудь садака пойти дать, да, а вечером в пив-баре где-нибудь, допустим, отдохнуть и так далее. И когда ему говорят: слушай, что ты лицемеришь, да, ты днем в мечети, вечером в бар пришел, в баре же Аллах не видит, и ха-ха-ха, все потом смеются, да. Вот эти вот слова, это самое большое заблуждение. Это самое, получается, большое заблуждение человека, о котором он будет сожалеть. Нет такого места, где Аллах Тааля, ты скрылся бы от Аллаха Тааля. И нет такого места, куда бы ты мог бы уйти и сказать что-то, сделать что-то, о чем бы не узнал Аллах. И если такого места нету, значит, ты должен помнить, что бы ты ни сделал, Аллах Тааля это видит. Аллах Тааля это слышит. Значит, ты должен устыдиться Всевышнего Аллаха, ослушаться, потому что ты не сможешь скрыться от Него. Не сможешь скрыться от Его взора, от Его внимания. И поэтому Аллах Тааля в Коране говорит: «Инна Аллаха кана алейкум ракиба». Поистине Аллах является видящим, смотрящим за вами. И поэтому никуда невозможно скрыться. Значит, это должно взрастить в нас чувство стыдливости перед Всевышним Аллахом, чтобы мы не совершали греховных деяний, которые приводят к ослушанию Всевышнего Аллаха. На этом с вами остановимся. Иншаллах, дальше продолжим. Субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк.